сам я человек из авиации. По стечению обстоятельств поменял работу. Я кардинально поменял свою структуру. Вначале как-то было не совсем понятно, а сейчас я, например, только от этого в удовольствие. Потому что, как ни крути, в прямом и переносном смысле свежий воздух. Добрый день, меня зовут Бабаев Джангир. Я являюсь директором ООО «Ситабр Агро», агропромышленной компании Республики Таджикистан, которая была основана в 2011 году. Практически начали работать с 2014 года. Наша компания имеет у себя сад в объеме 20 гектар. В этих 20 гектарах 10 гектар яблоки посажены, в 6 гектарах посадили черешню, в 1 гектаре сливу и в остальном виноград. Пока мы получаем урожай только яблоки, черешня и виноград еще молодые, но мы надеемся, потому что в следующем году получим тоже урожай. Также наша компания имеет при себе хранилище для фруктов и овощей. Свежее хранение, не минусовое, а плюсовое, для сохранения органолептических и вкусовых качеств фруктов на определенный срок. Обычно это длится до 6 месяцев. Мы работаем на экспорт и на внутренний рынок. Внутренний рынок у нас, так как республика сама по себе маленькая, там обычно потребление маленькое, поэтому мы сотрудничаем с такими компаниями, как Магнит, Пятерочка. X5 Retail называется, там входят 3 сети: Перекресток, Пятерочка и Карусель. Помимо этого, в 2018 году мы построили завод по переработке сладкой кукурузы в вакуумированной упаковке. Это новый продукт для Таджикистана. Данный продукт очень интересный, вкусный. До сегодняшнего дня, не сегодняшнего, а до 2018 года все пробовали кормовую кукурузу, которая обычно она не людям предназначена, для птиц, для скота. Но сейчас уже вышла кукуруза сладкая, семена, которые, к сожалению, еще у нас никто не производит, только импортные с Америки. Семена мы выращиваем уже 4-й год. Первые годы у нас были проблемы с ее выращиванием. Естественно, климат, все это влияет. И поэтому сейчас уже мы, как говорится, научились сами выращивать, ее перерабатываем, упаковываем и храним. Данный продукт может храниться до 18 месяцев при температуре до плюс 10 градусов. Интенсивных садов вообще мало, но интенсивных садов тоже имеют свои тонкости, то есть не все знают. Мы, естественно, первый год у нас тоже были проблемы, то есть такие проблемы. Есть некоторые проблемы, которые решать очень-очень трудно, например, с погодой вы ничего не сделаете. Для этого у нас тоже эти сады были построены специалистами с Испании и с Италии, также с Краснодара приходили представители сад-гиганта. Они нам все сказали, но все равно есть некоторые тонкости, которые только для Таджикистана и только наш таджик сможет это адаптировать к этому. К примеру, я могу сказать, потому что вот тот же холодильник, который построили немцы, они привезли хороших специалистов. Они сказали в том, что лимоны надо хранить при температуре 10 градусов. Естественно, при температуре 10 градусов наши лимоны не хранятся, потому что наши лимоны отличаются от тех, которые продают в Западе. В Западе у них лимоны толстошкурые, а у нас тонкошкурые. Поэтому 10 градусов это слишком много. Надо их хранить при температуре 5 градусов. И, естественно, вентиляция, ежедневная вентиляция. Такие подробности никто не знал. Мы это все испытали на себе, к сожалению, с горьким опытом. У нас были потери. Мы хранили так, не получилось, а потом методом тыка, грубо говоря, мы это все перевели, адаптировали к Таджикистану. То же самое по яблокам скажу. Яблоки намного выгоднее продавать здесь, в Таджикистане, и хранить. Единственное, что плохо, опять-таки, как и с кукурузой, наш народ не понимает, что такое Гренни Смит. Они ее путают с семеринкой и говорят, что эти яблоки должны стоить копейки, грубо говоря, один салон 50 грамм. Но это далеко не так. В Европе она стоит 1 килограмм $3-4. В той же Москве она стоит $2. Есть еще некоторые проблемы, которые все говорят о том, что вот мы, производители, продаем по 4 самона, по 3 самона, а почему на базаре 10 самон? Эта проблема не в нас, это проблема в тех, кто покупает ее. Мне самому обидно, я производитель, целый год мучаюсь, продает 2,5-3 самона, а они сверху ставят 3 самона без ничего. Ну, это, как говорится, не мы регулируем, это не от нас зависит, и это все, как говорится, там.
Успех этот сразу не приходит. 3-4 года минимум. Любое дело, какое дело суперпрофессионала бы не возьми, что бы то ни делал, когда начинаешь, очень много подводных камней. В принципе, мы к этому были готовы, но мы не ожидали, что их слишком много будет. Очень и очень много. Даже по той же кукурузе, когда речь идет о температуре стерилизации, там это очень такая тонкая вещь. Стоит на 1 градус меньше ставить стерилизацию, продукт портится. Продукт портится не сейчас, а продукт портится через год, через 10 месяцев. И, естественно, чтобы для всего этого поддержания нужны кадры. Кадры и еще раз кадры. То есть без кадров это очень-очень сложно. У нас было одно время утечка кадров, вот из-за пандемии, когда они работали, многие ушли. Мы страдали, а потом сейчас уже я перешел к такому принципу. То есть на каждую систему по 2-3 человека я готовлю. То есть чтобы была взаимозаменяемость. Это тоже очень-очень важно. Главная проблема, так как мы работаем с оборудованием, главная проблема – это электроэнергия. Нестабильная подача энергии. Это очень и очень... У нас были потери из-за того, что свет отключили. Тогда еще генератор не был подключен. На порядка 50 тысяч ОМОН у нас были потери. Иногда бывает, сидишь на одной ячейке 3-4 компании, у тебя полностью предоплата. Те компании, которые не оплатили, из-за них отключают всю ячейку. Это тоже несправедливо. Вторая проблема – нестабильность цен на минеральные удобрения, нестабильность цен на топливо. А у нас минеральные удобрения поднялись на 120%. Топливо поднялось на 100%. Это реальная проблема, которая, опять-таки, вот причина того, что цены поднимаются на продукты, никто не смотрит, все говорят, что фермеры виноваты, никто не говорит в том, что солярка поднялась на 100%, никто не говорит в том, что минеральные удобрения поднялись на 150%, на 120%. Сам я человек из авиации. Я работал сначала бортпроводником, потом некоторое время работал инструктором, в Сомунэре, бортпроводником, инструктором в руководящих должностях. Потом перешел в аэропорт. В аэропорту был менеджером терминала нового, который построили. Ну, по стечению обстоятельств поменял работу сюда. Я кардинально поменял свою структуру. Вначале как-то было не совсем понятно, а сейчас я, например, только от этого в удовольствие. Потому что, как ни крути, в прямом и переносном смысле свежий воздух. Когда пришел, я вообще ничего не знал. Естественно, всегда слушался этого, второго, третьего. Оказывается, не всех надо слушаться. Надо слушать только специалистов и грамотных специалистов. Реально я вам скажу в том, что вот этот бизнес выгодный, если с умом работать.